снега, конечно. Так, ладно. Боюсь, что здесь могу застрять. Вот эта сосна, блин, поперек стояла. Сейчас убрала. Снега, конечно. Тула, хитрый. Чел. А? Надоело бежать? Тулан выпрыгнул. Сейчас идет где-то. Всем большой привет. Ну все, лафа закончилась. Уже пилим по целине. Сегодня с Туланом. Тулана взял. Ребят, больше месяца не ездил. Я до второй избы по этой дороге ездил. И за месяц снега выпало, как и прошлый раз. Также в натяг едет снегоход. И что вот была бураница, даже и не чувствуется вообще. Здесь подъем нехороший будет, поэтому я здесь остановился. Лучше схожу и протопчу. Вот, видите, какой подъем. Небольшой холмик, и буран уже все останавливается. По колено снега, по колено уже на буранице. Еле-еле видна бураница. Я эту гору хорошо знаю. Не раз буксовал. Поэтому туда-сюда схожу пешком. И все, проскочу, думаю. Но тяжело, вот смотрите. Вот. Капец, ну, метра 3, наверное, вот. Высота здесь. Если сюда поднимусь, как-никак здесь лес. Уже немножко выпал снег с деревьев. И думаю, легче будет. Посмотрим. Вон Тулан лежит. Тулан. Вот-вот.
И бурану тяжело. Протопчем здесь. Нафиг. Думаю, даже весь путь будет тяжелый. Но бензин сегодня больше взял. Я знал, что так будет. Если доедем хотя бы до места, с прошлого места, куда ездил, это уже хорошо. Потом уже на мотособаке, мототолкаче то есть. Следующий поход будет. Блин. Знал, что тяжело, но не до такой же степени. Там по вырубке придется мне ехать. Там вообще, не знаю, смогу ли я вообще пробить эту дорогу. Или без прицепа придется. Если так дело пойдет, на вырубке прицеп поставлю. Вот этот стендом поставил, чтобы собаке не холодно было, когда ехал по дороге. Там уже на вырубке прицеп поставлю. Скажем, 4 километра съездил, вернулся, зацепил и дальше так. Ну вот, сейчас будем штурмовать эту горку. Если здесь проскочу, потихоньку поедем. Но будет тяжело. Сейчас, ребята, прям. Небольшая подмога и смог. Потому что я протоптал. Если не протоптать, ребят, забуксует. Зацепление не такое сильное. Сейчас вспомнил, ребят, пилу я забыл. Загружался и думаю, что-то мало вещей у меня. Ага, вот тебе и мало. Вот сколько снега, блин. Помаленьку, в принципе, терпимо. Вон, появился тулан. Идет. Где-то топливо надо оставить, чтобы не забыть. Вот на таком месте. Я жду, когда на дороге пень будет, на пень потом поставить. Вон он. Ну что, ребят, пилю потихоньку. Здесь защиту надо сделать. Вот. Чтобы вот этот пухляк туда не залетало, вариатор. Чтобы ремень не буксовал. Вот смотрите, сколько снега. Когда назад сдаешь, именно в целину, вот этот снег заходит вон туда, буксует. Время от времени так буду включаться. Ну, жужжание, конечно, некоторым. Ох, смотрите. О, какой снег. Вот это снег на шею, бля, упадет. Как назло, блядь, стало не туда, куда не надо. Реально, блядь. 30 килограмм, наверное, веса. Надо отъехать. Отъеду, ребята, отъеду. Не надо рисковать жизнью. Вот, смотрите. Ничего страшного так. Он там мертво сидит, там ничего страшного. Не надо там никуда уходить. Ребят, не знаешь, что произойдет через 10 секунд. Не знаешь, сколько этот сухострой будет стоять.
Он гнилой, понимаете, а этот на соплях висит. В любой момент может упасть и сломать шею у вас. Просто сломает шею и все. Не надо об этом забывать. В лесу опасность на каждом метре. Просто на каждом. Ну что могу сказать, ребят. Вот в данный момент, что вот я пилю, еду, потею. Понятное дело, жарко мне. Но я еще в теплых штанах. Во-первых, штаны еще не разделся. Значит, не так все плохо. Доеду до вырубки, там потом мимо вырубку буду ехать по просеке до дороги. Вот там, возможно, будет тяжелее. А здесь еду, скидываю туда-сюда. Но, знаете, вот намного сейчас снега прибавилось. И, как сказать, ямы не такие глубокие. Вот. Но видно, что есть они тоже. И там, смотрите, какой холмик. Не-то муравейник, не-то хрен пойми что. И вот ты едешь, и туда попадаешь и скидывает. Буран потом вправо или влево уходит. Удержать очень тяжело. Но на буране целик ехать, как ни крути, легче, чем на двух лыжах. Потому что это как отбойник. Вот. Ничего не мешает, не торчит. Там нос у бурана. И едешь, и об дерево, бум! Потом буран откидываешь, ты газуешь, чтобы не сесть. Газуешь, буран едет дальше. А на двулыжных все равно упирается вот эти лыжи. Все равно придется вам остановиться и назад сдать. Вот. Плюсы и минусы в каждой технике есть. Каждой технике. На буране плюс это легче ехать по тайге, вот по этой. Очень много подсада и всего. На двулыжных, конечно же, комфортнее сидеть там, может быть, и подогревы, все более как-то сделано лучше, чем вот здесь. Здесь руль, подогрев, это уже самому надо все делать. Вот следующий поход как-никак все равно будет у меня уже на толкаче. Сейчас самое главное пробить эту дорогу, что возможно до избы. И уже потом на мототолкаче буду ездить. Пилу забыл, пилу. Там у меня, знаете, вот от бурана до избы это расстояние, там много еще деревьев повалено и надо пилить. И пилы нету. Я забыл, просто забыл. У меня на веранде и осталось там. Ничего не поделаешь. Заправил, цепь поточил и вот что-то надо с вечера вещи надо складывать в одну кучу, и чтобы у меня там в стороне было, там темно в стороне, и так вот, внимание, вот, получилось, что осталось, но ничего страшного. Вот, ладно, сейчас пусть отдохнет двигатель. Сейчас уже нормально так. Пилю, еду. Когда едем до вырубки, там еще остановимся, там, наверное, придется тулана может взять. А пусть бежит, ничего страшного. Вот так. Вышел, вон он. Куда-то он туда ходил. Тратит энергию и силу свою. Надо беречь энергию, силу. Знаете, вот идет, тонет так. И попадает в такие вот места, где снег падал, и там тык-тык-тык-тык-тык. Хорошо идет. Нормально. Сходил вон до туда. Ладно, надо пилить дальше. Оказывается, что он, думаю, заактивировался. Лох! Туда!
Лох где? Лох на! Он все, блядь. Пошел на охоту. Лох! Хорошо, что волчьих следов, лосиных нету. Туналь! Лох! Он чувствует, где-то боровая птица, она на кополуха была. Это следы лунка у кополух. Идет. Лок, где лок? Лок! Вон он идет. Голоса нету, блядь, кричать. Так, потихоньку буду оставлять топливо. Еще ставлю одну канистру. Так. Погоди! Ползет, Тулан, ползет. Вон он идет. Ну что, ребят, я думал, тяжелее будет, но здесь в данный момент хорошо едет. Неплохо. В средних оборотах еду. Спешить не надо. Спокойно. Местами больше газа даю, местами в основном на среднем газу. И чуть-чуть вот я вижу бураницу вот так. Немножко видно. Самое главное не потерять эту бураницу. Если потеряешь чуть лево, чуть право, там уже ты забуришься. И ну, вот сейчас вот в данный момент вот так. Вот, видите, по буранице сколько снега. А там в стороне уже будет вот столько. Так что сейчас я собаку возьму, посажу его на этот, на прицеп. И будем мы уже по вырубке штурмовать. Едем по вырубке. Потом уже после вырубки у меня уже интерес начинается. Там уже у меня капканы стоят. Там уже капканы стоят. Буду ехать, проверять. Там еще будут у меня бураницы. Вот. И местами буду включаться. Надеюсь, кого-то поймаем. Едем на проверку капканов. Немножко я потерял бураницу, или там проходит, или тут. Там колея или хрен его знает. Что-то ехал и застрял. Ну как застрял? Пока не застрял, а возможно быстро застрять. Кое-как виден. Капец. Вообще стриги держит. Вообще. На мелоту.
небольшой подъем. Но вообще не видно уже. С нагрузкой она едет. Остановился показать следы куницы. Вот, куница вон туда побежала. Первый след. Сколько уже еду. Первый следок такой. Но это еще до нашего капкана в стороне. То если что, на будущий год можно тут тоже поставить. Разбегаю, значит, они и тут в будущем году тоже будут бегать. Подумаю насчет этого. Фу. Так, терпимо, ребят, терпимо. Так, ну что, проверил один капкан, уже там ничего нету. Уже по тайге. Еду по пути, так приходится рубить. Это уже не помню, который. Сушина, конечно, не очень хорошо. Елка, блин, она очень крепкое дерево. Вот. Пилу забыл, вот и приходится. Тут, наверное, недалеко уже второй капкан будет. Там ручей. Хорошо, что этот бок я закрыл. На вариатор снег не попадает. А здесь открыто на выхлоп. Минус 20 градусов сегодня. Самое то. Раз остановился уже перекур. Где-то чай надо попить. Сегодня взял для быстрого приготовления пюре и термос с кипятком. И сейчас-то еще терпимо еду. А чтобы там целину еще по целине ехать. Там, наверное, перед тем, как я нырну в эту целину, я, наверное, там немножко пообедаю и уже буду пилить. Без прицепа. С прицепом невозможно. Здесь даже по старой буране, ну вот не видно уже. Вот посмотрите, даже, как сказать, в лесу даже уже бураницы не видно. Снег выпал много. Спасаюсь тем, что вот с деревьев немножко выпало. А там был подъем на дороге, вот такой подъем, тягун такой. Пришлось 2 раза зад давать. Не поднялся. Зацепления нету, буксует. Вот. Вроде ремень все нормально, пока я не почувствую, чтобы ремень там буксовал. Ремень терпимо едет, еще идет. Вот. Ладно, здесь уже пилю, буду пилить дальше. Ну, считай, прошлый раз, когда я здесь пробивался дорогу, блин, я так замучался. Я вам честно тоже показывал весь этот путь. И сейчас вот смотрите, как туда-сюда кидает. Здесь даже пришлось мне вставать. Я потерял, где у меня бураница. Боюсь, что вот в сторону я отъеду и забуксую. Я лучше встал и прошелся там. Ну, когда идешь, под ногами чувствуешь. А Тулан сейчас идет здесь. Я все равно не спеша иду и пусть бежит. Нюхтит. Рябчики были, следы свежие. Куница пробежала. Вот этот участок, если, скажем, тут у меня получается 4 капкана стоит. Если один попадет, одна куница, знаете, вот мои мучения все это окупится. То, что вот в прошлый раз я здесь буксовал. Да и вообще, наверное, знаете что? Не только вот эти 4 капкана, а весь этот зимний процесс
охоты, промысла на капканы. Хотя бы на одна куница, если попадет, то там следы есть, но он чуть-чуть в стороне, конечно. Вот. Это уже в будущем году. Там подписчик капканы мне выслал очень много. И вот это все надо ставить тоже больше. Больше участка в будущем году уже можно организовать вот это все с начала сезона. Планы-то есть. Планы вот, знаете, вот не все так получается, как хочется. Я сюда уже каждый 2 недели я буду сюда в избушку приезжать в эту зиму. Вот видите как. Сейчас капканы поставил, уже месяц не проверял. Месяц, больше месяца уже. После того похода я заболел. Переболел где-то неделю, наверное. Потом восстанавливался очень, блядь, тяжелый какой-то, я не знаю, грипп или ОРЗ, хрен пойми что уже. Но очень тяжело было. Ломота такая, блин, непонятная болезнь какая-то. Раньше так температура подскочит, 38 или 39, ты болеешь, тебе холодно. А сейчас такая ломота тела, температуры нету. Странно как-то проходит эта болезнь зимние. В ноябре болел, потом в январе вот переболел. И потом морозы, снегопад, мороз 35. Куда я буду выезжать 35 градусов? Мне это не надо, ребят. Сегодня 20 градусов, я выехал, еду. Дальше уже опять 30 обещают. Хотя бы эти 3 дня быстренько там проверить капканы. И вот так и проходит сезон. А хочется тоже, знаете, вот, ой, сезон, зима придет, я поставлю туда капканы, сюда капканы, там поставлю. А время летит, ничего не успеваешь, ничего. Ничего не успеваешь, ребят. Быстро все проходит. Зима вроде длинная. С одной стороны зима длинная, потому что дни короткие, и из-за этого тоже не хочется в лес. А смотришь, уже, февраль, уже заканчивается. Потом и март пройдет, и уже весенняя охота будет. Очень быстро все проходит. Ладно, пилю дальше, ребят. Дальше интереснее, еще будем буксовать сегодня. А если не будет ехать буран, нахрен оставлю. Буран не буду мучать, себя не буду тоже мучать. Зачем? Ради чего? Ради того, чтобы мой рюкзак довести до избушки. Посмотрим. Там, валежников много. И пилы нету. Не знаю, как буду проезжать это там. Кустарники. А может, эти валежники уже под снегом. В прошлый раз без пилы бы я не доехал. Там кругом валежники, невозможно ехать. Вот, пожалуйста, вот. Смотрите, сколько. Видите? Кругом. Ты пробираешься кругом. Вот. Просто кругом вот валежник. И у тебя не получится вот так прямо ехать. Нет. Ты едешь, потом буран скидывает, туда поедешь, туда скидывает. Там валежник, здесь пень, там яма, там застрял, там где-то ты упал с бурана, где-то еще что-то там по шее получил, там снег с деревья выпал, там. Все против тебя. Но это охотника не останавливает никогда. Все равно он идет, прет, куда-то прет, чтобы добыть кого-то. Охота закроется и не будем трогать тайгу. Я уже зимой вообще этих рябчиков вообще даже и не думаю о них. А осенью уже на них будет охота. И всех куниц ты никогда не переловишь там. Нет. Там следы вот есть, они уже остались, они будут уже дальше бегать, потому что сезон закрывается уже все. А что попало, попало, надеюсь. Потому что следы были, надежда есть, так что посмотрите все серии, что будет. Посмотрим. Я дальше поеду, сейчас немножко отдохну, дальше прям. Лунки. Здесь рябчики в прошлый раз были. Может, ихние лунки тут. Или коколуки. А это, наверное,
Даже похоже на тетерку.